В Якутск на днях прибыли 2 американских самолета времен Второй мировой войны. Воздушные суда повторяют путь по легендарной трассе Аляска-Сибирь, по которой 70 лет назад перегоняли военную авиацию из США в Советский Союз. Наш корреспондент Саргалана Захарова встретилась с экипажем самолетов. Во времена Великой Отечественной войны с 42 по 45 года по трассе Аляска-Сибирь из Америки в Советский Союз были перегнаны около 8 тысяч военных самолетов. Из них более 700 самолетов марки Си-47. Спустя 70 лет истребители вновь приземлились в аэропорту Якутска. Мы летели на высоте около 4,5 километров, конечно, из-за погодных условий. Потому что ниже была облачность, в облака не могли снижаться ниже, потому что шло обледенение. И сколько могли, набрали высоты повыше. И прошли этот серьезный участок довольно успешно. Полет прошел превосходно. Условия в самолете, конечно, сложные. Когда летели через облака, было очень холодно и ничем нельзя было согреться. Но благодаря опыту капитана мы совсем справились и прибыли в Россию и увидели замечательную красивую страну. Для меня большая честь принимать участие в этом проекте. Мои родственники также сражались во время Второй мировой войны, в частности, мой дедушка. Лично для меня этот перелет – прекрасная возможность, пусть не намного, но почувствовать себя частью этой истории. Самолеты Си-47 впервые поднялись в воздух 23 декабря 1941 года. Его разработали на базе пассажирского Douglas DC-3. Практически все характеристики воздушных судов совпадают, за исключением того, что Си-47 производился специально для военных целей. Всего компания Douglas Aircraft выпустила около 10 тысяч самолетов этой марки. Дугласы, прибывшие в Якутск 42 и 43 годов выпуска во время войны, один из них участвовал в высадке десанта, другой перевозил грузы. С тех пор, как признаются участники проекта, поменялся только экипаж. Все оборудование и техническое оснащение судна остались неизменными. Практически все время были на ходу. Но другое дело, что при подготовке к перелету достаточно большая техническая работа была проведена. Все-таки перелет очень непростой. Он и по протяженности, и, собственно говоря, самолеты эти из Флориды, где жарко, они должны были пройти по Канаде, Аляске, Чукотке, там, где, в общем-то, холодно. Перелет по легендарному маршруту Аляска-Сибирь стартовал 18 июля в городе Грейт Фоллс. За ним последовал Фэрбанкс, Анадырь и Магадан. Якутск на правах административного центра перегоночной трассы стал кульминационной точкой всего маршрута. Здесь у мемориального комплекса, посвященного перегоночной трассе Алсиб, летчики приняли участие в торжественном митинге. 2 года назад мы задумали этот проект и возглавил его известный космонавт, дважды герой Алексей Леонов. И также у нас в комитете Петр Степанович Дейнекин, бывший главком ВВС, герой России. К сожалению, в силу занятости и возраста не смогли они к вам прилететь. Просили меня передать вам привет и самые лучшие пожелания. Жители Якутии внесли огромный вклад в строительство и в эксплуатацию этой перегоночной трассы. А также в тех случаях, когда случались вынужденные посадки самолетов, а такие были нередки, причем в безлюдной местности, то наши жители Якутии на оленях, на собаках, пешком, на лошадях вывозили летчиков и спасли не одну человеческую жизнь. Прежде всего, это память о тех авиаторах, летчиках, которые занимались и перегоном самолетов, и обслуживанием этих аэродромов, потому что цифры, которые были приведены о том, что сколько аварий было, потерпели наши летчики, и сколько человек погибло. Легендарная трасса Аляска-Сибирь отличалась еще и сложными метеоусловиями. За время войны на территории Советского Союза произошли около 300 летных происшествий, в которых погибли 114 человек. В память о тех годах над захоронением экипажа, разбившегося в 1943 году бомбардировщика Б-25, установили мемориал с высеченными на нем именами 113 летчиков, погибших на трассе Аляска-Сибирь. Саргалана Захарова и Евгений Лугинов. Якутия. День за днем.